праздничные выходные дни в Ухте зарегистрировано 5 новых случаев нападения бездомных собак на людей. Пострадавшим оказана медицинская помощь, жизни и здоровью покусанных горожан ничего не угрожает. Тем временем городская мэрия обещает ускорить строительство приюта и изменить сам принцип работы с безнадзорными животными. Как ухтинцы пережили эти новогодние каникулы, знает Анастасия Тюрнина. 10 праздничных дней в этом году были относительно спокойными, если сравнивать с тем же периодом 2020-го. Зарегистрировано только 5 пожаров и 1 ДТП. Горели гараж, баня, 2 автомобиля. Только накануне Нового года было крупное ЧП в поселке Ветлосян. В 17 часов у нас был пожар на Ветлосяновской, дом 9. Там пострадало очень сильно 2 квартиры. Пострадавшая женщина, оставшаяся с 2 детьми маленькими, которая осталась без крова, размещена сейчас в пункте временного размещения с питанием. В ее квартире ведутся восстановительные работы. Как только они будут завершены, будет все отремонтировано, человек вернется в свою квартиру. Однако ощутимо увеличилось количество обращений граждан по бездомным собакам. На праздничных выходных от бродячих псов пострадали 5 ухтинцев. Все обращения в ЕДДС фиксируют и передают в управление ЖКХ для выездов в конкретные места для отлова. Проблеме бродячих животных ухтинская администрация сейчас уделяет особое внимание. На предновогоднем брифинге Магомед Османов рассказал о скорейшем строительстве приюта для отловленных псов и новой схеме работы с ними. Тот человек, который будет отлавливать собак, он не будет смотреть там на дворовых ли они или дикие. Они будут отловлены, они будут вывезены в этот вольер. И какое решение дальше будет принимать ветеринар, мы за это не будем говорить. 50 собак. С этими 50 собаками ветеринар приезжает, говорит, 10 из них надо стерилизовать, а 10 надо усыплять, потому что они агрессивны, а 40 мы будем выпускать в город. Но до этого они должны с ним провести все эти мероприятия, которые необходимо провести. Дорожные службы на праздничных выходных работали в штатном режиме. Мешали только неудобно припаркованные автомобили. Это, по словам дорожников, давняя проблема, которую без сознательности водителей не решить. А еще в этом году некоторые сложности создают низкие температуры воздуха. Некоторые виды техники при таких морозах просто не выдерживают. Сегодня мы только чуть-чуть приостановим погрузку некоторыми фронтальными погрузчиками, потому что не выдерживает гидравлика. А в остальном погрузка также продолжается, и вы можете видеть ее также на улицах города и сейчас, и то же самое в ночное время. За 10 праздничных дней региональный оператор «Севера» вывез более 50 тысяч кубометров мусора. Проблемы возникли только сезонные – перегрузка контейнерных площадок. И опять же мешали низкие температуры воздуха, замерзала гидравлика. Гидравлика замерзала, и поэтому мы не могли забрать мусор. Но мы оперативно в любом случае забирали этот мусор на следующий день, по звонкам, потому что наши операторы всегда на связи, то есть наши представители нам звонят. Мы уточняем адрес, приезжаем, забираем. Кстати, неправильно припаркованные автомобили ежегодно становятся большой проблемой и для регоператора. А потому все коммунальщики убедительно призывают водителей к сознательности. Неправильно припаркованные автомобили существенно мешают подъезду спецтехники, в том числе и экстренных служб, когда оперативность их работы может стоить не только порядка в городе, но и чьей-то жизни.